Бухари, а в Муснаде Ахмада и грехи, которые совершит. А в некоторых риваятах приводится, каждому, кто постился в месяце Рамазан, будут прощены все грехи за исключением 4 человек. Кто же эти 4 человека, которых Аллах лишил прощения в месяце Рамазан? Первый — это тот, кто употребляет алкогольные напитки, да убережет нас Аллах от этого. И прошу Аллаха исцелить тех, кого постигла эта великая беда. Итак, первый — это тот, кто употребляет алкоголь. Всевышний поклялся напоить употребляющего алкоголь из реки Аль-Гута. Его спросили, а что это за река, о посланник Аллаха? Он ответил, это река, которая течет из половых органов прелюбодеек. Он сказал, кто пьет алкоголь, того заставят пить из этой реки и накормить из Тинатуль Хабаль. Его спросили, а что такое Тинатуль Хабаль, о посланник Аллаха? Он ответил, кровь и гучет из обитателей ада. Да убережет нас Аллах от этого. Разум — это великий дар от Аллаха. Он даровал его человеку, чтобы тот не сбился с пути. Употребляющего алкоголь Аллах не прощает, даже если он и раскается, до тех пор, пока он не бросит пить. Хвала Аллаху, у нас есть лечебницы для больных алкоголизмом. Кто знает кого-то, кто заболел этой болезнью, пусть посоветует ему обратиться в эту лечебницу или сам за руку поведет. Второй человек, которого Аллах не прощает в месяце Рамазан, это проявляющий непочтительность по отношению к своим родителям, будь то повышением голоса, ослушанием, если в этом нет ослушания Всевышнему, и даже неправильным взглядом. Ученые сказали, что даже злой взгляд на своих родителей относится к непочтительности по отношению к родителям, и ему следует раскаяться, попросить прощения у своих родителей, и особенно, когда родители состарились и их характер стал сложным. Этому необходимо придать большое значение. Третья категория людей, которым Аллах не прощает, это люди, разрывающие родственные связи. Мы повторяем это каждый год, братья. Кто присутствовал на этих маджлисах в прошлом году, это знает. Разрывающему родственные связи Аллах не прощает. Это человек, который проклят прямым текстом Корана и Сунны. Да убережет нас Аллах. И лишен милости Аллаха до тех пор, пока не исправит разорванные связи, даже если разорвал связь с людьми, совершающими зло, даже если они допустили ошибку по отношению к нему. Разрывать родственные узы не разрешается ни в коем случае. Если скажешь, они вредили мне, то старайся сохранить мир между вами. Наступил месяц Рамазан, мир вам в этом месяце. Наступил другой праздник, поздравь их с этим праздником и пожелай им добра. Орошайте родственные связи хотя бы с помощью приветствий. Разрывать родственные связи не дозволяется ни в коем случае. Некоторые люди разрывают родственные связи за какой-то кусок земли, а порой и сказанное женщиной слово. Четвертая и последняя категория людей, которым Аллах не прощает в месяце Рамазан, это мушахин. Мушахин — это человек, который ложится спать в гневе на одного из мусульман, который навредил ему, ущемил его право и даже сказал про него что-то плохое. Не позволяй себе ложиться спать, когда твое сердце загрязнено гневом на брата. Зависть, гнев или ненависть по отношению к брату и есть грязь. А ты стал бы ложиться спать с грязным телом? Стал бы ты ложиться на грязное ложе? Стал бы ты ложиться в грязной постели? Нет, никто не захочет спать так. Так как же ты можешь ложиться спать, когда грязь находится в самом сердце? Ведь Аллах смотрит именно на твое сердце. Чтобы в твоем сердце было что-то из гнева, зависти или ненависти по отношению к брату, когда на него смотрит Аллах, это дело очень опасное. А когда злость в сердце достигает степени, когда человек даже слышать не хочет о другом, не хочет, чтобы перед ним произносили даже имени его, а когда у него спрашивают, а что ты испытываешь к нему, он отвечает, нет, у меня чистое сердце. Как твое сердце может быть чистым, когда ты даже слышать о нем не хочешь? Не испытывал бы ничего и слушал бы спокойно, и видеть бы смог. А раз не можешь, значит, в твоем сердце что-то есть. Так что вставай и очищай свое сердце. А помогает этому, мы об этом говорили и в прошлом году, скажем и в этом. Вдруг кто-то недостаточно старался, а может и вообще не старался, чтобы этой же ночью он приступил. Итак, очищению сердца помогает мольба за того человека, которому ты что-то испытываешь. Испытываешь кому-то злость или ненависть, помолись за него. Он навредил тебе и притеснил, помолись за него. А если ты попросишь Аллаха наказать его за то зло, что он причинил тебе, этим ты не согрешишь. А если попросишь наказать его больше, чем он навредил тебе, этим ты впадешь в грех, и в судный день он придет и заберет твои хорошие деяния. А если же ты попросишь Аллаха наставить его на правильный путь, и он встанет на правильный путь, будет ли он после этого притеснять людей? Нет, не будет. И таким образом ты станешь тем, кто избавил людей от зла.
зла. Проси для него у Аллаха правдивость и искренность. Каждый раз, когда ты начинаешь испытывать к нему что-то негативное, проси Аллаха для него, продолжай делать это, и ты заметишь, что тебя окружают. Но только просить надо искренне, а то некоторые, прося за него, порочат его. О Господь, о Аллах, наставь его на правильный путь, защити нас от его зла. Тут уже получается не мольба, а ругань. Что значит мольба? Мольба значит желание добра, а не выплескивание злости наружу. О Аллах, наставь его. О Аллах, исправь его. О Аллах, возвысь его. О Аллах, даруй ему хорошее. О Аллах, прости ему грехи. О Аллах, защити его от своего зла. О Аллах, укрепи его веру. Знаю, это тяжело. Некоторые говорят, что не хотят быть лицемерами с Аллахом. Моление языком о том, чего не желает сердце, не является лицемерием. Это очищение сердца. Хочешь очистить свое сердце от ненависти? Проси Аллаха для того, кого ты ненавидишь и причинил тебе зло. Первое – это усердная, тайная мольба, прошение добра для него. Второе – это вспоминание, что ты тоже ошибаешься. А что, ты не ошибаешься никогда? Кто-то может сказать: нет, я не ошибался по отношению к нему. Хорошо, молодец, что ты не ошибался по отношению к нему. А что, ты по отношению ко Всевышнему тоже никогда не ошибался? О Аллах, а кто из нас в Бухари, а в Муснаде Ахмада и грехи, которые совершит? А в некоторых риваятах приводится: каждому, кто постился в месяце Рамазан, будут прощены все...